Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Президент провел совещание с главой Нового Афона. Тимур Отырба проинформировал Аслана Бжани о состоянии дел в городе. Народное собрание не дало согласия на лишение неприкосновенности депутатов Алмазхана Арзенба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела. Абхазский союз туризма подвел итоги проделанной работы по улучшению имиджа и привлекательности страны для иностранных гостей и инвестиций. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с главой Сухума. На встрече обсуждались вопросы, которые предстоит решать совместными усилиями в целях защиты прав и интересов детей. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с главой Сухума. Ход строительства и состояние объектов, возведенных в рамках инвестпрограммы «Ситуация», проблемы водоснабжения и другие вопросы находились в центре внимания президента Аслана Бжани во время рабочей поездки в Новый Афон. Глава государства также пообщался с местными жителями. Подробности репортажа Гугуса Варданя расскажет. Первый объект, который посетил глава государства в городе Новый Афон, это детский сад Алашара. Его строительство началось в 2017 году в рамках инвестпрограммы. В 2019 он был сдан в эксплуатацию. 1 сентября 2020 года учреждение открыло свои двери. Но уже этой весной детский сад пришлось закрыть, так как здесь был выявлен ряд проблем. На стенах помещения появились трещины, в подвале стала собираться вода, а на территории детсада появились змеи. Чтобы решить эти проблемы, была создана комиссия. Были рекомендации расшить все трещины и посмотреть состояние монолитных железобетонных конструкций, то есть там ригеля, колонны и так далее. Ригеля, колонны целые, на них трещин нет. Трещины были по заполнениям, там, по штукатурке и так далее. Ну, есть предположение, что небольшую усадку садик дал, но сейчас такая динамика не наблюдается. Подрядчик сейчас доделывает работы. В принципе, и будем наблюдать динамику, поставим пломбы на этих местах. Но я думаю, что дальше уже усадки не должно быть. Есть проблема за территорией садика, там не предусмотрена дренажная система, то есть, и вы видите, там склон и забор. Вся дождевая вода и грунтовые воды стоят у забора, и даже летом там вода стоит, поэтому там и рептилии завелись и так далее. Случай был даже, что на территорию садика змея заползла. В настоящее время на объекте завершаются работы. За всем наблюдают специалисты. Далее глава государства ознакомился с ходом укрепительных работ на оползневом склоне проселочной автодороги в селе Анхуа, которая расположена в предгорной части города. Оползень здесь появился в начале лета этого года. Несколько семей оказались заложниками опасного природного явления. По этой дороге еще совсем недавно жители могли ходить и ездить. В ширину оползневый участок достигает 30 метров, а в длину до 70-80. В данный момент ведутся все необходимые работы по устранению последствий природного явления. Президента приветствовали местные жители. Вы, грубо говоря, вбурились в твердую породу сваями, коренные грунты, и таким образом предполагается, что история будет приостановлена. Так? Абсолютно верно. Но есть одна проблема еще, которая ниже, язык этого ползневого участка ползет дальше. К 3-4 домам на сегодняшний день нет вообще подхода, ни дороги, ничего. Они через оползневой участок. Вы имеете в виду тот язык, который останется за подпорностью? Да, за подпорностью. А он дальше ползет, да? Ползет тихо-тихо, да. Тихо. И что там по дороге, скажем так, по курсу? Живут люди, да? Люди живут, да, 3 хозяйства. Лимит финансирования работ более 20 миллионов рублей. Уже профинансировано более 5 миллионов рублей. Работы будут проходить в 2 этапа. Оползневый участок укрепляется 2 параллельными подпорными стенками. Все работы идут в соответствии с графиком. Президент также ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту разводящих сетей и капремонта системы водоотведения в Новом Афоне. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы на 2020-2022 годы. Здесь замена водопроводных сетей в городе Новый Афон. Генеральный подрядчик у нас Афонский водоканал. Сметная стоимость порядка 100 миллионов рублей. В лимите 2021 года у нас 26 миллионов и 4 километра 600 метров водопроводных труб, которые они уже отработали. В принципе, 17 миллионов мы им заплатили уже, остальная сумма в заявках. Вот ожидаем, что мы им оплатим.
работы они не останавливают, уже в объем 2022 года скоро начнут выполнять. Все идет по графику, да? Да, все по графику, отставаний нет. Президент подвел итоги инспекции по объектам, отметив, что дает им удовлетворительную оценку. Аслан Джания добавил, что, как и жители Афона, обеспокоен ситуацией в селе Анхва, но работы там ведутся активно и постепенно проблема будет решена. Это обстоятельство непредвиденное, пришлось изыскать средства на проектирование. Сейчас приступили к работам. Я думаю, что проблема данная выкатит бахот. Далее в стенах администрации Нового Афона прошло совещание с главой города Тимуром Отерба. Он проинформировал главу государства о состоянии дел в городе. За весь период по городу Новый Афон переболевших 747 человек. Из них выздоровело 734, умерло, к сожалению, 13 человек. В лечебных учреждениях лечение проходило порядка 75 человек. С сентября месяца в поликлинике города открыли ПЦР-тест «Забор». За период с сентября по сегодняшний день ПЦР-тест сдали 1250 человек. Из них положительных 251. В целом ситуация по ковиду на сегодняшний день в городе нормальная, регулируемая. Сколько вакцинировано? По вакцинированию, к сожалению, процент очень маленький. С людьми разговариваем, общаемся, но не очень активно люди желают вакцинироваться. В Новом Афоне, как и в других районах, есть проблемы с электричеством. Нагрузки увеличиваются как летом, так и зимой. Электросети изношены, с трансформаторами часто возникают проблемы. По платежам. По платежам, согласно данных Черноморэнерго, Афон платит где-то 22-25%. Порядка 20-25%. Ну, сейчас ведем работу с населением по оплате. Разговаривали, у нас есть представитель от Черноморэнерго, который ходит и взимает плату. Сейчас мы туда дополнительно еще дали человека, чтобы это как бы более активно пошло. Ну, надеюсь, что сейчас, по крайней мере, последний месяц наблюдается рост. Ну, 25% это очень маленькая цифра. Это никуда не годится. Надо будет сделать все для того, чтобы выйти к цифре 75. Тимур Отерба добавил, что в городе есть ряд проблем, которые администрация не может решить самостоятельно. Например, дворец культуры, который на сегодняшний день в полной мере не может функционировать. Дело в том, что электричество в здании подается по временной схеме. Так изначально было предусмотрено в смете. Объект был построен за счет средств республиканского бюджета в 2017-2018 годах. Обошелся в сумму более 40 миллионов рублей. По словам Тимура Отерба, нужна новая линия от парка. Технические условия получены, но существует вопрос с финансированием. Требуется порядка 3,5-4 миллионов рублей. Президент выразил готовность оказать помощь Новому Афону. Гугу Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Народное собрание не дало согласия на лишение неприкосновенности депутатов парламента Алмазхана Арзанба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела. Против лишения коллег депутатской неприкосновенности проголосовали 17 из 21 присутствовавших на заседании парламентария. Ранее, 15 декабря, генеральный прокурор направил в парламент представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Гарри Кокая и Алмазхана Арзанба и возбуждении уголовных дел. После заседания сессии Народного собрания в интервью абхазскому телевидению генеральный прокурор республики Адгур Агарба назвал лишение парламента несправедливым. Процесс снятия неприкосновенности и возбуждения уголовного дела в отношении депутатов уже длится несколько месяцев. У нас имеется заключение коллегии Верховного суда, которое вступило в силу 8 декабря, после чего было направлено в парламент представление. Я считаю, что решение оно-то само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством, но оно несправедливое, на мой взгляд, и не объективное. Почему? Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра, еще другому фигуранту.
И у нас получается, что депутаты проголосовали по принципу «своих не сдаем». Я считаю, это решение несправедливо. В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности для того, чтобы предотвратить то преступление, которое имело место и 30 сентября, и позже связанное уже с другим депутатом Ардзинбо. Я считаю, что это решение несправедливое. Но работа будет продолжаться? Работа будет продолжаться, но, конечно, она и сегодня продолжается, она и будет дальше продолжаться работа. Но хочу сказать откровенно, что в любом случае все решения, которые дальше будут приниматься по уголовному делу, будут приниматься с учетом результатов сегодняшнего голосования парламента Народного собрания. А именно в той части, что они нам сегодня отказали. Отказ свидетельствует в соответствии со статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса, части 7 пункта 4 свидетельствует о прекращении дальнейшего уголовного судопроизводства в отношении депутатов. Я считаю, это несправедливо. В законе указаны следующие требования, что даже после истечения у депутатов их срока полномочий ни прокуратура, никакой другой правоохранительный орган применить и возбудить в отношении них по этому эпизоду, по этому факту уголовное дело не может. Такой возможности у нас нет. Расширенный репортаж заседания парламента смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. А мы продолжаем. В Ачимчирском районе ситуация с коронавирусом сложная. Ежедневно в ЦРБ поступают пациенты с подтвержденным COVID-19. Закрыты на карантин некоторые образовательные учреждения. Руководство района призывает жителей своевременно прививаться и соблюдать необходимые меры предосторожности. В Ачамчирском районе на данный момент закрыты детский сад и Тамышская средняя школа. В некоторых общеобразовательных учреждениях района на карантин ушли целые классы. По словам главы администрации района Беслана Бегвава, люди не соблюдают решения о запрете свадеб, поминок и других массовых мероприятий. Во избежание еще большего распространения инфекции Беслан Бегвава призвал жителей без крайней надобности не посещать места массового скопления людей и соблюдать меры предосторожности. Начинают заболевать очень много детей. У нас школы закрываются из-за этого. Начинается аллергия, одышка. На Новый год, как и по прошлому году, всегда был рост. Начинаются корпоративы. Так что еще раз большая просьба, ограничьте себя, пожалуйста. Среднесуточные показатели заболеваемости растут. На данный момент в Ачамчирской центральной районной больнице находятся 23 человека. Амбулаторно лечатся 193 жителя. Врачи работают на износ. Каждый день медучреждение пополняется новыми пациентами. По словам главврача Ачамчирской ЦРБ Мадонны Кишмария, больница оснащена всеми необходимыми медикаментами. У нас отделение на 27 коек. Почти оно загружено бывает. За последнее время больные, которые последние 8 дней быстро тяжелеют. Не могу сказать, с чем это связано. У нас до этого была партия пациентов, которые были в тяжелом состоянии, но мы их выхаживали, и все нормально протекало. В течение 7-8 дней мы отяжелевших наших пациентов, это происходило на 3-е, на 4-е сутки после поступления, мы были вынуждены переводить в другие стационары. Это Гудаутская ЦРБ и инфекционная больница. Уже попав сюда, люди убеждаются, насколько может быть коварен коронавирус. И благодарят медиков за оказанное лечение и поддержку. Медработники все здесь отличные девочки. Очень стоят за нами, смотрят, очень хорошо. Также и санитарки. Вообще отличный коллектив. Первое, сразу бегут, все делают как положено. В районе сейчас немного выросли темпы вакцинации. Спутником ВИ вакцинировано 687 человек, спутником Лай – 304. Жители начали понимать необходимость профилактических мер для нераспространения коронавирусной инфекции. Директор 2-й МОКовской средней школы Александр Тарба привился недавно и чувствует себя хорошо. Он призывает и коллег последовать его примеру. Призываю всех преподавателей, которые имеют контакт с детьми, дети имеют контакты с родителями, прививаться. Я думаю, что, как нам сказали, что привитые переносят эту болезнь легче. Вы сегодня второй контакт. Я второй. Я сделал 25-го, прекрасно себя чувствовал. И те, кого я знаю, все, ни температуры, ничего, очень хорошо перенес. И я надеюсь, что сейчас вторую сделаю. И у меня мама пожилая, чтобы побеспокоиться и беречь своих близких, надо вакцинироваться. Сегодня у меня лежало 4 человека из одной семьи. Один из них пролежал 10-12 дней, и он был вакцинирован и легко
человек среднего возраста, выписался хорошо. Его супруга осложнилась, сейчас она уже на стадии выздоровления, сын осложнился. То есть те люди, которые не были вакцинированы, они переносят тяжелее. Нам приходится дольше их лечить, больше препаратов вводить. В канун Нового года обстановка в Ачамчирском районе совсем не праздничная. Изменится она или нет, отчасти зависит и от самих жителей. Сима Аргун, Аляс Курсая, Гуди Сатарба, Абхазское телевидение. В 2021 году завершила работу межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе «Жилище-2022» под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова, сообщается на сайте Кабинета министров. С ноября по декабрь комиссия рассмотрела 83 заявления семей и граждан на оказание поддержки в приобретении жилья и вынесла 50 положительных решений. Государство предусмотрело 40 миллионов рублей на 2021 год и столько же на следующий. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств. Премьер-министр Александр Анкваб поручил председателю комиссии Сергею Пустовалову исключить возможность необоснованных отказов в предоставлении господдержки для приобретения жилья. Особенно это касается семей, имеющих 5 и более детей. Задержан подозреваемый в хищении копилки фонда «Доброе дело» Гамлет Унанян, 2000 года рождения, сообщается на сайте МВД. Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 ноября текущего года в поселке Сандырбш. Гамлет Унанян подозревается в том, что он разбил оконное стекло, проник в магазин розничной торговли и совершил кражу табачных изделий, алкогольной продукции и денег из копилки фонда «Доброе дело». Общая сумма ущерба составила 65,5 тысяч рублей. Следственный отдел УВД по Гагарскому району возбудил уголовное дело. Унанян уже дал признательные показания и водворен в ВВС. Неправительственное партнерство «Абхазский союз туризма» подвело итоги пятилетней работы. Все эти годы организация объединяет лиц, занятых в сфере туризма Абхазии, и реализовывает проекты, направленные на развитие туриндустрии в республике. Репортаж Эсмы Гуланзе. Абхазский союз туризма был создан в 2016 году. Организация защищает профессиональные и социальные интересы лиц, занятых в сфере туризма. За эти годы союз организовал множество площадок и мероприятий, направленных на развитие туриндустрии в Абхазии. Среди крупнейших – международный форум «Визит Апсне», проходивший трижды, фестиваль «Мимозы». На форумах обсуждались проблемы туристического бизнеса в Абхазии и пути их решения. Деловые форумы привлекли внимание множества экспертов, коллег из различных регионов России и блогеров к обсуждению отдыха в Абхазии, что повысило интерес и привлекательность к отдыху в Абхазии. Мы показали, что нам не безразлично мнение о нас, что мы стремимся к развитию, повышению уровня сервиса и качества приема гостей. Мы понимаем значение туристической отрасли как основной для Республики Абхазия. Союз провел экспертные сессии, принимал участие в различных форумах и выставках, представляя гостеприимство Абхазии на рынке туризма. Организация привлекала к сотрудничеству блогеров, поддерживала различные проекты с российскими телеканалами. Кроме того, Союз дал начало молодежному проекту «Вместе в новое будущее». В 2017 году турбизнес Абхазии столкнулся с серьезной проблемой фальшивых путевок. Из-за мошенников многие российские туристы оказались буквально на улице. Волонтерами была организована горячая линия. Что особенно хочется отметить, неравнодушных ательеров, которые тут же откликнулись и стали размещать бесплатно десятки семей в свои объекты. За это время турбизнес Абхазии принял уже около 200 семей. И это по меньшей мере 600 человек в среднем. Абхазский союз туризма был создан по инициативе основателя и первого президента Торгово-промышленной палаты республики Геннадия Гагулия. Все эти годы палата плотно сотрудничает и оказывает союзу содействие. У нас много гильдий, много организаций создано при палате. Одна из активных. Можете представить себе, что мы поддерживаем ее и вообще ваши действия проводим ряд мероприятий, которые имеют значение для пропаганды образа жизни республики, для пропаганды наших курортов, в то же самое время для пропаганды традиций, обычаев и так далее. В этом смысле в этом году был особый сезон, какой-то бум был, и, в общем-то, все вы и ваши коллеги справились с этим. На мероприятии прозвучали теплые поздравления от абхазских и российских коллег. За поддержку и сотрудничество Союз наградил благодарственными письмами своих партнеров в сфере туризма. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Министерство просвещения и языковой политики закупило 700 парт и 1400 стульев для школ и интерната в Абхазии. Фонд школ не обновлялся с 2018 года. Это первый этап поставки. Второй планируется в следующем году, сообщает пресс-служба Министерства просвещения и языковой политики республики. Глава администрации Сухума Беслан Эшба встретился с уполномоченным по правам ребенка в Абхазии Мактиной Джинджоли. Обсуждались вопросы, которые предстоит решать совместными усилиями в целях защиты интересов и безопасности детей. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что с удовольствием откликнулся на просьбу о встрече руководителя и сотрудников аппарата уполномоченной по правам ребенка. По словам мэра, сравнительно недавно в Абхазии создан очень важный институт уполномоченного по правам человека, который, безусловно, может рассчитывать на поддержку столичной администрации. Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджоли заметила, что цель встречи – познакомиться с сотрудниками в структуре администрации, которые в своей ежедневной работе занимаются вопросами детей и их семей. Хотим выявить от лиц тех людей, которые непосредственно ежедневно работают с детьми, те проблемы, которые существуют в городе, чтобы совместно сообща решали данные вопросы и задачи. На ознакомительную встречу с уполномоченной по правам ребенка пришли руководители отделов и управлений, которые в своей непосредственной деятельности имеют дело с детьми и их семьями. Начальник управления соцобеспечения рассказала, каким категориям многодетных и малоимущих семей, сиротам, инвалидам оказывается помощь администрации Сухума в виде доплат, помимо выплат из республиканского бюджета. Круглых сирот у нас на сегодняшний день 11 человек. По уходу за инвалидом детства на сегодняшний день 125 получателей. На рождение каждый город выплачивает, каждый месяц, кто рождаются дети, только город Сухум выплачивает на каждого родившегося ребенка 5000 рублей. Малоимущих семей по городу Сухум стоит на учете в Министерстве соцобеспечения 133 человека. Начальник управления образования администрации Сухума уже передала список, в котором отражена информация по учащимся общеобразовательных школ Сухума. Администрация столицы обеспечивает учебниками школьной формы сирот, а 10 особенных детей находятся на индивидуальном обучении. К ним на дом приходят педагоги, которым администрация выделяет дополнительное финансирование. По общему контингенту из неполных 8000 детей мы выбрали многодетными семьями. У нас по городу Сухум получается 1690 детей по управлению образования, дети, которые учатся в наших школах. Инвалидов у нас 62 ребенка. Это в основном часть детей находится во вспомогательной школе. Сирот у нас 16, полные сироты. Мы держим их по опеке, по управлению образования. Представители подразделения по делам несовершеннолетних УВД рассказали, что проводят профилактическую работу, встречи и беседы в школах Сухума. Начальник подразделения Альбина Григорий отметила, что если в послевоенное время на учете были до 40-45 несовершеннолетних, то сейчас наблюдается тенденция к снижению числа юных правонарушителей. В данный момент у нас состоят 10 несовершеннолетних, с каждым мы индивидуально проводим работу, но также у нас поставлены 6 родителей, которые выпивают спиртные напитки. Беслан Эшба отметил, что так же, как и уполномоченный по правам ребенка, в администрации Сухума нацелены решать проблемы в сфере защиты интересов детей. Необходимы конкретные программы, совместная реализация которых послужит во благо каждому ребенку. Давайте смотреть какие-то программы, привлекать не только государственные ресурсы, местных органов управления, республиканские бюджеты, международные организации, международные фонды. Их немало, насколько я знаю. Да? И тогда я думаю, что у нас получится и контроль, и реализация, и результат будет хороший. Уполномоченная по правам ребенка назвала первоочередные задачи, которые должны быть решены в ближайшей перспективе. Необходимо создать центр временного пребывания детей из неблагополучных семей, а также внедрить альтернативные формы опеки. Вопреки расхожему мнению, что в Абхазии, где сильны кровнородственные узы, не бывает брошенных сирот, детей, оставшихся без присмотра взрослых, такое, к сожалению, имеет место быть. Одной из возможностей решения проблемы, по мнению Мактина Джинджоли, было бы создание банка данных с именами людей, которые готовы оформить опеку или усыновить таких детей. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу умеренный дождь, местами переходящий в ливень. В воскресенье ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Камчушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.